конце ноября 2023 года Левиза Джелял получила от своего супруга первое письмо после почти двухмесячного неведения о его месте пребывания. В сентябре Наримана Джеляла, заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа, подконтрольной России Верховный суд Крыма приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 700 тысяч рублей и ограничению свободы сроком на 1,5 года. Его осудили по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации о совершении диверсии и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств. Свою вину Джелял не признал. В октябре стало известно, что Наримана этапируют для отбывания наказания в одну из тюрем на территории России. Ныне он находится на карантине в тюрьме города Минусинска в Сибири. Проболел там по дороге, не то вирус, не то адаптация вообще к каким-то климатическим условиям, я не знаю. Около 3 недель сохранялся, 2 недели, там у него кашель сильнейший. Слепались глаза, как он говорил. Более-менее у него проблемы со спиной, говорит, хотя бы во время этапа она не так сильно его беспокоила. Джеляла осудили по так называемому делу о диверсии на газопроводе в Перевальном. В августе 2021 года газопровод в селе Перевальное под Симферополем был поврежден неизвестными. Федеральная служба безопасности России заявила, что это была диверсия, которой якобы причастны Главное управление разведки Министерства обороны Украины и запрещенный в России Меджлис крымско-татарского народа. В сентябре того же года ФСБ задержала 5 крымских татар. Среди них был и Нариман Джелял. Ворвались около 12 людей в масках через заборы. Нас с 4 детьми заблокировали в отдельной комнате. Перед тем, как этапировать Наримана в Сибирь, его почти 2 года удерживали в СИЗО в Симферополе. Из-за условий содержания у Джеляла ухудшилось здоровье. В первом СИЗО была очень страшная аллергия с отеком квинки. Я действительно очень перепугалась и тогда писала жалобы на медицинское освидетельствование. Но, опять-таки, там они остались без ответа. И пребывание на ногах 16-часовое, понимаете, до 10 с утра до 10 вечера. Невозможно сесть там на кровать, отдохнуть, в связи с чем возникли проблемы с ногами, появилось варикозное расширение вен, тромбозы. Да. Правозащитники признали Наримана Джеляла политзаключенным. В декабре 2023 года, уже находясь в тюрьме в Сибири, Джелял стал лауреатом премии «История несправедливости» чешской правозащитной организации «Человек в беде». В самом Меджлисе обвинения в диверсии в сторону своего представителя отрицают. Нариман Джелял всегда и в своей деятельности, в своей позиции он исходил из того, что он является гражданином Украины, и он отстаивает интересы украинского государства. И именно это ему не могли простить русские каратели. Вот, может быть, чаша была переполнена его участием в Крымской платформе, в ходе которого он вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским принимал участие в отдельных мероприятиях. Это все было еще и демонстрацией того, что он является украинским политическим деятелем и гражданином Украины, разумеется. После аннексии Крыма Россией Джелял оставался жить на Крымском полуострове. По паспорту Нариман Джелялов, но стал использовать вариант своей фамилии согласно крымско-татарской традиции. Дело в том, что в Советском Союзе, когда была введена та паспортная система, которая в той или иной мере сохраняется теперь и в независимой Украине, она максимально была подстроена под нормы русского языка. Но это не для того, чтобы было удобно писать, а для того, чтобы процессы ассимиляции были задействованы во всех сферах. Джелял, Джелялов, Чубар, Чубаров. Я видел, как он указывает свою фамилию как Джелял, и это было очень заметно уже с момента оккупации Крыма. Я не сомневаюсь, что это было им настолько осознанно и демонстрируемо, как фиксация на неприятие всего того, что пришло с русскими оккупантами. Джелял активно занимался защитой прав крымских татар и украинцев, преследуемых российскими властями. В ноябре 2018 года вблизи Керченского пролива российские военные обстреляли украинские катера и буксир.
Давай, блядь! Давай, блядь, держаться всем! Затем они захватили украинских военных моряков и 3 корабля. Российские военные отобрали у украинских военнопленных все вещи и продукты и отправили в СИЗО Симферополя, а затем перевезли в Москву. Нариман Джилял был одним из первых, кто организовал сбор денег, одежды и провизии для захваченных украинцев и поехал за ними в российскую столицу. Позади меня то самое пресловутое Лефортовское СИЗО. Мы с друзьями, отчаянными, отважными людьми взяли на себя ответственность привезти собранные в Крыму передачи для них, вещи, продукты, передать им в руки, чтобы они, находясь в столь невеселом месте, чувствовали себя нормально. Человек, который думает в первую очередь не о себе. Так знакомые Наримана Джиляла отзываются о нем и не верят в склонность к терроризму, которую ему приписал российский суд. Чувствовалось в нем какой-то стержень внутренний, такой вот действительно цельный человек. И именно такой вот, скажем так, человек мира, да, человек вот современности, человек, который пассионарий такой. Я рад, что в нашем народе вот наконец-то есть именно такой человек. Вот у него есть вот масштаб, он, конечно, молод, и я вижу, что у него перспективы достаточно серьезные. И это человек, как я говорю, человек, который был бы полезен в любой организации. Джиляла не единожды предупреждали о том, что его могут задержать российские власти. Он предпочел остаться с семьей в Крыму. У нас даже этот вопрос не стоял уехать из Крыма. Вот вообще мы его не обговаривали, не обсуждали даже. Нам так сложно далось возвращение, говорит, на родину, это его слова, что вот 50 лет, да, наши родители возвращались. Я буду здесь жить, и я буду здесь бороться, и я буду бороться за то, чтобы мои дети не жили так, как сейчас. У Наримана и Левизы 4 детей. Младшей дочери было 10 месяцев, когда ее отца забрали. Каждый день рассказываем о нем, показываем видео, где они там играют. Та маленькая, когда она была, и она уже по фотографиям, по видео, она где-то что увидит, она сразу вот может определить, что это папа. И буквально, наверное, каждый день говорит, я очень хочу, чтобы он приехал. Самое сложное, он так и говорит, самое сложное не видеть вас, поэтому я тебя, Левиза, очень прошу. Его единственная, наверное, просьба, когда мы даже последний раз виделись, да, после апелляции, мы понимали, что это последняя наша встреча на краткосрочном свидании. Я тебя, говорит, умоляю, если у вас будет все хорошо, знай, что у меня тоже хорошо. Поэтому я буду это чувствовать. Поэтому стараешься изо всех сил как бы выполнять вот это его хотя бы, знаете, наставление, просьбу. В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым заявляли о том, что Россия удерживает 181 украинского политзаключенного. Сейчас их количество может быть уже больше. Большинство из них – крымские татары. В Меджлисе говорят, что преследование крымских татар в Крыму – месть российской власти за поддержку Киева в процессе аннексии Крыма. А систематическое этапирование политзаключенных из Крыма вглубь России сравнивают с депортацией. Нариман Джилял, я цитирую, я читаю из его письма. «Мой путь был таким. 2 октября выехал из Симферополя. До 5-10 находился с ребятами в Краснодаре. Имеется в виду братья Ахтемовы. 30 октября уже сам прибыл в Саратов. 2 ноября выехал в Челябинск. Ночевал в Оренбурге. 5 ноября прибыл в Челябинск. 9 ноября отправился в Красноярск. И 20-11 прибыл в Минусинск». Видите, вот такой маршрут длительный, почти что 50 дней, 49 дней. И далее он описывает про сырые камеры, про болезни. Это прямая аналогия с тем, что переживали наши родители. Повторяется все, и главным источником всех этих бед, несчастий и преступлений снова является Москва. Сейчас Левиза Джилял вместе с юристами находится в поисках информации об условиях содержания Наримана и получении разрешения на долгосрочное свидание. При первой возможности она собирается к нему в Минусинск.